Проезд по транспортным картам для учащихся столичных школ возобновляется. Как правило, в конце учебного года они автоматически блокируются. Есть ли какие-то изменения в этом году и где родителям первоклассников приобрести карту, выяснял Дмитрий Тымыров. С началом нового учебного года на улицах города Якутска можно наблюдать отдохнувших школьников, которые после летних каникул стремятся к школьным партам. Вместе с этим с сегодняшнего дня возобновлены проездные по транспортным картам. 31 августа у нас, то есть вчера вышло постановление окружной администрации о возобновлении бесплатного проезда для учащихся с 1 по 11 классы. То есть это те льготные, не льготные категории, получается у нас 1-4 у нас ездят бесплатно дети, и дети с малоимущих семей 5-11 класс. Как отметили в управлении дорог Якутска, никаких изменений в механизме получения проездных документов в этом году нет. Родители новоиспеченных первоклассников для получения карт должны обратиться к своим классным руководителям. Непосредственно родителям обратиться в свои учебные заведения, в те школы, которые они обучаются, написать заявление. В школе этот механизм уже также отработан, получается, они все это знают. Принимается заявление, нужна фотография. В школе это принимают, направляют это в управление социальной защиты, и непосредственно саму карту эмитент, получается, банка, который будет держать эти карты, это у нас Алмаз-Аргиен-банк. То есть непосредственно Алмаз-Аргиен-банк уже потом оформит эту карту, стоит она 100 рублей. Как отметили в банке, только за год они выпускают порядка 5000 проездных документов. Вместе с этим руководство МУП «Япак» сообщило, что с началом нового учебного года к выходу готовятся новые автобусы для перевозки детей, которые оснащены всем необходимым. На сегодняшний день на линии выходит порядка 28 автобусов ежедневно. Также у нас готовится к выходу на линию вторая автоколонна, это перевозка школьных образовательных учреждений отдельно. То есть специальный сертифицированный аттестованный автобус для перевозки именно детей только. Также с этого месяца режим работы общественного транспорта города переходит на осенне-зимний режим работы. Напомним, ранее общественный транспорт работал с ограничениями, которые были внесены из-за пандемии коронавируса. Но при этом работы по соблюдению мер безопасности, связанные с пандемией, сохраняются и будут проводиться и далее. По дезинфекции у нас проводится ежедневная текущая обработка автобусов, и полная это после окончания смены. Также здесь сообщили, что ношение маски и других средств защиты остается обязательной для всех пассажиров. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск.